Ну, первый плюс этого указа, я считаю, в том, что вот декларируемое, очень часто и много декларируемое развитие массового спорта, оно никогда не имело под собой какую-то конкретную основу. То есть каждый понимал это вот по-разному, да. То есть там строить площадки и так далее, и так далее. Этот закон, это вот решение президента именно о введении норм ГТО, оно конкретизирует и более точно определяет задачи, поставленные перед функционерами, перед исполнителями этого закона. То есть это начиная от преподавателей физической культуры, кончая руководителями образовательных ведомств, министерств в регионах. То есть что именно от них требуется. Потому что отчитываться спортивными секциями, 90% из которых коммерческие, это неправильно. То есть очень часто вот в этих всех отчетах парадных, да, они ложные, они недостоверные. И вот именно введение вот этого всеобуча в плане физической культуры, да, и введение всеобщих нормативов, оно, конечно, поставит все на свои места, и я считаю, что оно действительно поднимет уровень, общий уровень физической культуры среди населения. Дайте возможность нашей молодежи проявить себя, и она себя проявит. То есть все зависит от того, что мы предложим нашей молодежи. И если мы ей предлагаем ходить по ночным клубам, жевать этот насвай и курить марихуану, ну, она подумает, что, наверное, так и нужно. Да? Когда мы говорим, что молодежи не где-то там на каких-то собраниях, митингах и так далее, а вместе с ними становимся в строй и говорим: ребята, давайте-ка мы немножко побегаем, поотжимаемся, поподтягиваемся, потому что мы в первую очередь мужчины, мы в первую очередь бойцы. По духу по своему. Да, неважно, чем человек занимается, будет он чиновником, клерком в банке или будет он спецназовцем и так далее. В душе каждый мужчина должен быть воином. Он должен уметь бороться, потому что бороться не обязательно там с бородатыми какими-то отморозками в лесах, да, или с внешним врагом. А бороться нужно с жизненными трудностями. Вот этот, чтобы не было этого суицида, чтобы не было апатии, алкоголизма, да, на почве вот твоей слабости перед жизненными трудностями. Для этого нужно делать из него бойца. А бойца нужно делать, вот привел его сюда, в зал, неважно куда. И не надо ему ничего рассказывать. Встань рядом с ним, побеги рядом с ним, сделай, покажи ему как надо, и все будет нормально.